Здравствуйте, друзья, и все, кто смотрит этот ролик. С вами Лара Володина. В последнем ролике мы показывали вам 3 осиротевших щенков и пятнистую девочку Лолиту. В эти суматошные, сумасшедшие по ритму дни мы встретили всех 4. 3 устроили на временную передержку. Вы не представляете, какими истощенными прилетели эти дети. Скелетики, обтянутые кожей. Все косточки выпирают. Прилетели, вот они, такие очень хорошие, очень сладкие, очень. Ну, вы такие худющие, а ты кто такой совсем худющий, а? Боже мой, подождите, какие лапки тоненькие, и у тебя лапки тоненькие. Ой, мама дорогая, боже, с какой скелетик, золотой скелетик. Что такое, что? Вот они какие маленькие, вот они какие маленькие, Надо идти, что ли, тебе? Пятнистый ты, мой хорошка. Ой, вот, дай-ка потрогаю этот скелет. Вот это скелетик, дугой. Маленькие мои, сладкие. Это что за ножки вот такие вот, а? Боже, какая... О, какая кривизна-то, мама дорогая. Ой-ой-ой-ой-ой. И что? Что с глазиком? Болит глазик, да? А что ты не раскрываешь глаз? Что у тебя с глазом? Открой-ка глаз. А подбитый ты боец. А что с лапой, а? Почему такая кривизна? И этот тоже очень большой мосол, вот этот вот, прям зигзагом, вот он. Прилетели наши якутские, 3 часа ночи, порт пустой, народу мало, вот только что встретили, 3 часа ночи. С большой задержкой. Ну, наконец-то прилетели. Все, не ругаемся. Ну, поставь ушеньки, ты же самый красивый. Вот как, вот я такой портрет. И пятнистые лапоньки у меня, вот они какие лапоньки. И худобище. Сколько килограмма? 4 весит, что ли, да? Какое 4 тут? Сколько? 4 килограммов 2. Как килограмма 2? Ну, скелет, что тут? Скелетик, да. Какие там 4? Мой сладкий. Господи, как же они кушать-то хотят. Ой, боже, это острые углы торчат. Да. Ой, как жалко-то, хочется быстрее накормить их. И снова ни минуты покоя. И снова в моей жизни прошли эти 2 сумасшедших дня. Самолет с щенками задержали. Прилетел он в 3 часа ночи. Без сна, без отдыха. Да, встретили, развезли на передержку. Лолу придержала у себя до поездки к врачу. А после обеда была запись к онкологу с Алтаем на первую химию и консультацию онколога.
И вот одновременно и с Алтаем, и с Лолой мы двинулись по врачам. Онколог, офтальмолог, ортопед. И они двое в руках в моих. Между кабинетами, между этими докторами. Одного осматривают, другому снимки. То капельница активному Алтаю, который вырывается. И я разрываюсь между этими всеми процедурами. Всю грязьку твою смыли шампунькой. И теперь наш малышка будет очень чистенькая. И поедем к доктору мы чистенькими, правда? Ой, ты моя хорошка, вот такие лапки кривые у нас. Жутко кривые. Жутко. Да? Мыться смыли. Вот и моя зайка. Вот. Ну вот, мы с Лодочкой накупались, а теперь мы сушимся, вытираемся. Сегодня ночью мы прилетели и готовимся к доктору. У нас очень кривые ножки, очень кривые. Они как будто бы от тела отходят и как будто бы не ей принадлежат. Да, малышка? Будем делать снимки. Тело вот здесь, а ножка как будто бы приставлена, как костыль. Ну вот, поэтому мы и к офтальмологу пойдем, и к ортопеду пойдем, да, сегодня? Какая девочка. Ой, какая девочка. Девочка кривоноженька. Сделаем тебе прямые носки. Да сделаем. Ну, все же возможно сейчас. Покажи мне свой глазик. Ай, ты мой хороший. Вон какой глазик у нас. Боже, боже мой. Малышочек. Слушайте, пока она стоит, дайте мне нужно лапу с тобой помыть. Да, лапы. Ой-ой-ой, какие лапы. Ой-ой-ой, сядь, пожалуйста. Ой, встань, пожалуйста. Вот. Ой-ой-ой, какое Голову колесо. чуть наверх. Ага, наверное. Вот это да. Симпатичный такой маленький квазимодик. Да. Здесь очень осторожный прогноз. Очень осторожный. Почему? Потому что у нас нарушены зоны роста. Ну, то есть вот это вот за счет чего косточка растет в длину и в ширину. И эти зоны роста, они неправильные, да, они как бы нарушенные. И на сегодняшний момент то, что самое, наверное, критично неприятное, это разница между суставными поверхностями двух костей. Вот это суставная поверхность, если ее можно так назвать, локтевой кости. А вот это суставная поверхность лучевой кости. Они должны идти одной линией и располагаться вокруг головки плечевой кости, которая и образует, собственно, этот сложный сустав вместе. Ну, вы видите разницу в ступеньке. Для сустава это гигантская разница. Ну, то есть она очень большая. Если говорить о лечении таких пациентов, повторюсь, прогноз осторожный. Нужно делать операцию, и, скорее всего, это несколько операций, потому что нам нужно, вы видите искривление конечности, в смысле кости, да, она должна быть абсолютно ровной. Ну, то есть эта косточка должна быть в норме абсолютно ровной. Делать остеотомию вот этой кости, остеотомия — это просто распил кости в определенном месте, это я там так показываю, плюс-минус километр, в определенном месте, под определенным углом, чтобы у нас косточки разъехались между собой, и мы даем возможность подтянуться вот этой кости ближе к суставной поверхности. Потому что сейчас происходит что? Происходит, что головка плечевой кости просто стучится, как об ступеньки, постоянно об две сочленяющиеся поверхности. Это, безусловно, приведет к разрушению хряща, к развитию остеоартрита, к дальнейшим проблемам, в результате чего собака просто не сможет пользоваться нормальными конечностями. Это первый этап операции. Второй этап операции – это выравнивание
лучевой кости для того, чтобы наша задача с вами максимально правильно сформировать сейчас ему локтевой сустав. Глобально шанс у нас на это есть, потому что организм растущий, только формирующийся, но нужно понимать, что это 1-3 операции, и прогноз при этом все равно осторожный. Что это наблюдение собаки до года железно, собственно, у ортопеда, который будет вас лечить, оперировать и вести, потому что мы должны контролировать его на всех этапах роста и понимать, меняется ли что-то еще. Тут питание не поможет, естественно. Нет. Здесь про питание, питание ему нужно нормализовывать. Да. Сейчас он еще наберет массу тела, произойдет скачок роста. Это еще больше увеличит нагрузку на суставы, естественно. Уже массой тела он будет ее еще больше давить. И если заниматься этим вопросом, им нужно заниматься сейчас. Сейчас, да? Да, потому что сейчас у нас еще есть вообще шанс помочь собаке. Тут не ждать года, не ждать ни когда. Ни в коем случае. Если мы будем ждать года, мы просто усыпим собаку, да? Потому что она не сможет ходить. У нас единственный шанс есть сейчас, пока он растет и развивается, и пока еще все это в процессе формирования. Так, и что вы там увидели? Отек роговицы. Отек роговицы у тебя. Отек роговицы и больше ничего не видим. Язвы эрозии. Язвы эрозии нет. Обычно язвы эрозии — это когда одно пятно с нарушенной целостностью, все, вытирайся, а все остальное чистое, гладкое, а тут, видите, она вся покрасилась диффузно, то есть не очагово. Вследствие того, что роговица стала более рыхлая. А вот эти припухлости, к кому нам идти? Эти лимфатики? Пока все туда же, потому что, скорее всего, это вследствие воспаления, зоовита, реакция периферических лимфатических узлов будет. Понятно. Точно совершенно сумеют это сделать хорошо, правильно и имеют большой опыт работы с такими операциями. Здесь очень важно попасть еще и в правильные руки. Да. Поэтому если определяемся, что будем, мы конечно. тогда давайте созвонимся с докторами, посмотрим, что кому быстрее, кто сейчас где находится, когда кто сможет принять. А это в вашей же клинике? Нет, это не в нашей клинике, это такая уже довольно сложная ортопедия, и мы вас направим просто к узкопрофильным специалистам, которые умеют и знают, как с этим работать. Поэтому... И, в общем-то, чтобы там с ними уже вести речь об операции. Конечно, да. Снимки мы им отправим, и вам отправим на почту, и доктору для того, чтобы он смог посмотреть, хорошо? Лолочке всего-то месяца 4. У нее еще не поменялись зубки. Что я могу сказать? Обращаюсь к вам, друзья. Что будем делать? У нее очень серьезные проблемы и с ногами, и с глазом. Если срочно не начать лечение, очень скоро она просто обезножит, не сможет ходить на передних ногах. Врач дал рекомендацию опытного ортопеда. Как вы понимаете, лечение, операции будут не дешевыми. Вы можете сами посмотреть по снимкам, насколько серьезные у нее проблемы. Что же нам делать, друзья? Жизнь этой малышки теперь в ваших руках. Что вы скажете? Что вы думаете? Она необыкновенно красивая, ласковая, необыкновенная. Но так не повезло малышке родиться вот с такими ножками, с такой патологией.